неделя Нового года и уже столько громких событий. Массовое убийство в Учелах, резонансное ДТП в Черниковке, Рошаль в Уфе, новые коридоры ОСАГО и масса нововведений еще. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина. Самое время подводить итоги. Сделаем это вместе. Спортивная арифметика или как изменится бюджет Уфы и Салавата Юлаева? Самые необходимые меры поддержки стороны республики. Они были, есть и будут. Какая оптимизация ждет футболистов и почему кресло спортивного директора хоккейного клуба стало вакантным? Роддом вверх дном. Перинатальный центр в Салавате участников могут отобрать. Довели родильный дом до непотребного состояния, а потом отдали в частные руки. Лечебное учреждение проверяет Росздравнадзор и прокуратура. Почему врачей лишили льгот, а 37 сотрудников уже уволились, выяснял Максим Окунев. Тише едешь, меньше платишь. Автогражданка по новым правилам. Вот раньше было 4 категории, а сейчас 58, около 60 категорий. Молодым и неопытным полис обойдется дороже. За безаварийную езду автовладельцы получат скидки. Азат Самирханов о новых коридорах ОСАГО. Реновация по-уфимски. Переселение людей будет производиться сугубо с их согласия и исходя из территориальной принадлежности. Пятиэтажки не тронут, по красной линии не пройдут. Под снос бараки в Затоне и Черниковке. Кому и куда паковать чемоданы, знает Лилия Курбанова. И тайны сарматского золота. Такое богатство, такое великолепие, такие ценности хранить без охраны было нельзя. Почему сенсационные находки перевозили в коробках из-под чая, как национальное достояние республики оказалось в залоге у банка, кто вывез его на частном самолете, а главное, как золото вернули обратно. Начнем выпуск с массового убийства в Учелах. 34-летний мужчина застрелил 3 человек, одного тяжело ранил и затем покончил с собой. Известно, что причиной послужил семейный скандал. В результате убита жена, 2 соседей, в том числе сотрудник полиции. Один из пострадавших, получивший ранение, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. На месте ЧП побывал министр внутренних дел республики Роман Деев. Несмотря на принимаемые медиками меры, один из раненых мужчин, сотрудник экспертно-криминалистического центра отдела полиции по Учелинскому району, скончался в больнице. На место происшествия выезжал министр внутренних дел республики Роман Деев, и сейчас устанавливаются обстоятельства преступления. В Учелах работает наша съемочная группа, и чуть позже готова выйти на прямую связь. Ждем подробностей этой чудовищной истории от нашего корреспондента. Ну а пока к другим темам. Что будет с бюджетом Уфы и Салавата Юлаева? Этим вопросом на неделе задавались, пожалуй, не только игроки, но и болельщики, а таковых вся республика. Ответ дал сам Ради Хабиров. При этом не на странице в соцсетях, а в ходе личных встреч с главными тренерами и капитанами команд. Руководитель региона большой спорт связывает с детско-юношеским. Республике нужны профессиональные клубы. Дети должны видеть Радуловых, Умарков, Живоглядовых, чтобы брать с них пример, стремиться к таким же успехам. О стратегии игры наш спортивный обозреватель Роза Хабибуллина. Встреча Радия Хабирова с главным тренером хоккейного клуба «Салават Юлаев» Николаем Цулыгиным и капитаном Григорием Паниным произошла на фоне сообщений в федеральной прессе о том, что бюджет команды может быть сокращен вдвое. Руководитель региона принял решение лично подтвердить, что поддержка клуба со стороны республики сохранится. Самые необходимые меры поддержки стороны республики. Они были, есть и будут. Поэтому мы хотели заверить в нашем таком правильном сотрудничестве. С вашей стороны мы только одно просим: биться до последнего, и все, и радует наших зрителей, и радует нашу республику. Чуть ранее стало известно, что Тагир Ибрагимов покинул пост генерального директора клуба. Он руководил им с марта 2017 года. Перестановка может произойти и на должности спортивного директора. На место Романа Беляева сватают экс-тренера команды Василия Чижова, который в пятницу смотрел за игрой уфимцев в Сочи из вип-ложи. Причина перестановок, я думаю, простая. Это место команды в турнирной таблице, которое, думаю, никого не удовлетворяет. Почему именно сейчас? Ну, я думаю, что как раз прошел дедлайн. Сейчас уже у руководства нет возможности какие-то изменения в составе произвести. Видимо, команду лишний раз трогать уже не имеет смысла. Николай Цулыгин доработает до конца сезона. Там же будем смотреть, какой результат покажет. Вот эти люди поднимают славу башкирского футбола, правильно? Точно. Давайте, представьте.
Встретился руководитель республики с представителями футбольного клуба перед первыми сборами Уфы в новом году. Команда всего за 7 лет совершила прорыв из футбольного небытия практически до лидеров, сумев пробиться в Лигу Европы. При этом сравнивать бюджет Уфы, к примеру, с санкт-петербургским «Зенитом» не приходится. Однако на неделе общественность будоражила новость об оптимизации. Но поводов для беспокойства нет, заверил руководитель региона. Финансирование сохранится. Для футболистов главное – найти свою игру. Успели соскучиться по футболу? Да, конечно. Месяц очень много для отдыха. Сейчас в бой. Надо исправлять ситуацию, как уже сказали. Главное работать, и там результат уже будет. Этот принцип хорошо знаком и борцам. 11 спортсменов из Башкортостана входят в национальную сборную России. Один из них, возможно, примет участие в Олимпийских играх. Поэтому важно поддержать это положительное движение. Я приехал сюда специально посмотреть на ребят, потому что я вообще считаю, что спорт – это одно из самых важных и главных, что мы можем дать нашим детям, чтобы они становились вот такими крепкими, сильными и просто очень хорошими людьми. Поэтому будем поддерживать, будем развиваться. Здесь очень хороший комплекс, очень редкий такой 4 больших спортивных зала. То, что большой спорт на этой неделе оказался в центре самого высокого внимания, многие эксперты и политологи назвали не только знаковым, но и закономерным. Для Башкортостана спорт всегда особая и очень важная тема. Соцопросы и статистика обращений граждан в адрес руководства региона подтверждают, тема профессионального спорта волнует почти 80% населения республики. Ведь большой хоккей, волейбол или футбол – это не только и не столько зрелище. Это прежде всего огромный стимул для развития детского спорта и воспитания здоровой нации. Радий Фаридович этому уделяет большое внимание и совместно с профессиональными спортсменами, с профессиональными клубами, с руководителями, которые отвечают за массовый спорт нашей республики, придут к общему знаменателю и будут в этом направлении работать. Потому что, как мы видим, без массового спорта, профессионального спорта тоже не может быть. Откуда-то нам нужно подчерпывать и выбирать профессиональных спортсменов, да, то есть из масс, из тех масс, которые девчонки и мальчишки находятся среди нас. Я также вышел из той массы. В первые месяцы своей работы во главе региона Радий Хабиров без всякой раскачки принялся решать самые жизненно важные вопросы – медицина, ЖКХ, транспорт. Там было больше всего проблем. И там сегодня особый контроль и уже налаженная системная работа. И вот теперь круг вопросов, которые находятся в зоне особого внимания руководителя республики, расширяется. Отныне такая же важная для Башкортостана тема спорта. Для жителей республики вопросы и профессионального, и массового спорта очень важны. На этой неделе Хабиров встречался с представителями 3 видов профессионального спорта. Очевидно, что эта деятельность у него системная, и он сам бывший спортсмен и занимается этой тематикой включенно, заинтересованно и видит своими глазами, разруливает своими руками. Эксперты отмечают, системный подход к решению актуальных проблем, который уже продемонстрировал Радий Хабиров, не оставляет сомнений. Темы эти он всегда держит на контроле и обязательно, что называется, их дожмет. Это касается и социальной сферы, и спорта, и других вопросов, круг которых все больше расширяется. Республиканские власти в лице Радия Хабирова, они понимают запросы, чаяния населения и не могут просто отказаться от этого. И, конечно же, дополнительный импульс, дополнительные инвестиции в любом случае будут. И Башнефть, и Роснефть, наши стратегические партнеры, да, они тоже понимают, что чтобы остаться в республике, чтобы найти поддержку от республиканских властей, нужно уважать и ценить их традиции, их предпочтения, в том числе спортивные и социального характера. От нового руководителя республики сигналов о том, какова будет судьба наших больших клубов, ждали. И вот стало понятно, что регион их поддержит. В Башкортостане будут обеспечены необходимые условия для развития спорта больших достижений. Теперь ответ уже за самими спортсменами. Вся республика ждет от них все больше поводов для радости за выступления и результаты. Роза Хабибуллина, Владислав Минязев, Артур Ханов и Артур Елаев. Итоги недели. ОСАГО по-новому. В России вступили поправки в закон об обязательном автостраховании. Полисы для аккуратных водителей станут дешевле, для лихачей, напротив, подорожают. Коридор в обе стороны увеличивается на 20%. Кроме того, введены новые коэффициенты возраст-стаж. Теперь их аж 58.
А бонусы за безаварийную езду теперь будут начислять раз в год, и сгорать они не будут при перерыве в вождении. Азат Самирханов подсчитал все плюсы и минусы новой системы. Александр Кислицын за рулем без малого 30 лет, и по его вине не было ни одной аварии. А вот в него молодые неопытные водители врезались неоднократно. Мужчина говорит, что для таких шоферов и страховка должна быть дороже. Потому что некоторые ездят всю жизнь без единой аварии и платят. А некоторые ездить не умеют и почти так же платят, да. Именно так теперь и будут рассчитываться полисы ОСАГО. Поправки в закон об автогражданке вступили в силу 9 января. Главное новшество — увеличение тарифного коридора для автостраховки. Например, Александру Кислицыну новый полис обошелся на 4% дешевле. У кого стаж больше, кто ездит без аварии, им ОСАГО будет на 18-20% дешевле. А кто молодой, стаж нет, ему на 20%, примерно на 18-20% будет дороже. Если говорить языком цифр, то отныне базовый тариф для физических лиц стартует с 2746 рублей и достигает почти 5000. Раньше его диапазон начинался на отметке в 3500, а верхний порог был чуть больше 4. Таким образом, коридор ОСАГО увеличен на 20% в обе стороны. Для владельцев мототехники верхняя граница тарифного коридора снизилась почти на 11%. Для автомобилей корпоративных парков вдвое меньше. А вот для таксистов тарифный коридор расширяется в обе стороны от 4 с небольшим тысяч рублей до почти 7,5. Естественно, автолюбители переживают, они боятся, что стоимость полисов вырастет. Если же внимательно изучить тарифы, то можно сделать вывод о том, что стоимость вырастет для молодых водителей, для водителей, часто попадающих в ДТП. Более того, теперь вместо 4 критериев коэффициента возраст-стаж вводится аж 58, так что у страховщиков появляется возможность максимально точно рассчитать стоимость полиса едва ли не для каждого водителя. В конечном счете эти изменения приведут к тому, что каждая компания будет делать свое предложение для клиента. И, возможно, есть смысл просчитать стоимость страховки в нескольких компаниях. С 1 апреля изменится и система подсчетов бонус-малус. Это коэффициент безаварийной езды. Теперь он будет назначаться раз в год, а все бонусы будут привязаны к водителю, а не к полису. Если раньше водитель мог иметь несколько КБМ, например, он оформлял полис ОСАГО на несколько транспортных средств или был вписан в полисы других автовладельцев, то с 1 апреля текущего года для каждого водителя будет устанавливаться единственный КБМ. И он будет выгодным для водителя и будет действовать в течение всего года. Отныне при перерыве в вождении бонусы не сгорают, а все накопленные скидки сохраняются. Все эти изменения – лишь первый этап реформы ОСАГО. При последующих потребуются поправки в законодательстве. Например, депутаты Госдумы нашли способ борьбы с фальшивыми полисами. Учитывая, что очень большое количество на сегодня поддельных страховых полисов, предусматривается присваивание каждому страховому полису уникального порядкового номера. То есть в электронном виде, то есть страховщикам будут выдаваться эти номера, то есть будет понятно такой номер за каким страховщиком. Кроме того, планируется и дальнейшее расширение тарифных коридоров вплоть до 40% в обе стороны. Ряд поправок позволит защитить права водителя при возмещении убытков. Одним словом, государство ослабляет регулирование системы ОСАГО, одновременно создавая ее справедливой и позволяя страховщикам делать максимальные скидки для аккуратных водителей. Азат Самирханов, Артур Елаев, Виктор Меренков, Римзат Билалов и Тимур Аюпов. Итоги недели. Состояние девочек, попавших под колеса иномарки в Черниковке, удовлетворительно. Их жизни ничего не угрожает. Об этом телеканалу БСТ рассказали врачи 17-й больницы, куда сестры были доставлены с места ДТП. Момент аварии на пересечении улиц Бориса Хмельницкого и Свободы попал в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как Дэо Некси вылетает на перекресток уже на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль несколько метров протащил маму с 2 дочками на капоте. До дома ему оставалось дойти 100 метров. Девочка, которой 4 года, она молчала, она в ступоре таком. И сноха, а маленькая плачет. Плачет, не переставая. Вся в крови, кричит и плачет. Бабушка, бабушка, возьми на руки. А мужчины не дают брать. Вдруг у нее, говорит, тазовые кости сломаны, позвоночник. Мы так лежали скоро. Но народ очень отзывчивый, очень. Предлагали одеяло, куртки.
За рулем иномарки был 21-летний уфимец. По словам сотрудников ГИБДД, в момент задержания он был трезв. Что касается пострадавших детей, врачи говорят, что 3- и 4-летние Аня и Яна родились в рубашке. У девочек не выявлено переломов и сотрясений, сестры отделались лишь ранами и гематомами. Ну, я считаю, им повезло, у них же зимняя одежда, да, шапки были там, поэтому было какое-то смягчение удара. И, к счастью, признаков черепно-мозговой травмы нет. Чаще всего при транспортных травмах, тогда, когда сбивает автомобиль, бывают повреждения довольно серьезные. Леонид Рошаль назвал ошибку передачу единственного роддома Салавата в частные руки. Это решение в ближайшее время будет оспорено. Свою принципиальную позицию в вопросе глава Национальной медицинской палаты высказал на встрече с активистами ОНФ в Уфе. Десятки сотрудников перинатального центра уже уволились из-за передачи медучреждения в концессию. Персонал объяснил это снижением заработной платы, потерей льгот, выплат за вредности и возможности досрочного выхода на пенсию. Те же, кто остался, жалуются еще и на устаревшее оборудование, а то, что закупают, по-прежнему стоит без дела. Репортаж Максима Окунева. Под аккомпанемент громкого скрипа здесь ежедневно происходят роды. Гинекологическое кресло во время процедур ходит ходуном, что вызывает стресс у без того взволнованных женщин. Ну, оно вот все вот иногда отваливается, иногда вызывает сложности, конечно, но оно работает, оно не упало, все стоит, но... Почти все оборудование, по словам медиков, дышит на ладан. Несмотря на превышение заводских сроков эксплуатации, аппараты по-прежнему в ходу. Часть приборов накануне все-таки обновили, но они стоят без дела. Как, например, искусственная вентиляция легких. Для оборудования нужно дополнительно закупать комплектующие, а это снова месяцы простоя. Обычно нам присылают уважающие себя фирмы все аппараты уже с контурами и со всеми комплектующими. Мы уже потом дозаказываем по мере их выхода из строя. Да. Вот этот аппарат у нас, нет вот этих реактивов, которыми мы должны промывать эти контуры. И их вообще нет, этих контуров. Передача некогда государственного роддома в частные руки обернулась потерей льгот и выплат за вредность при работе с химпрепаратами. Более того, со времени подписания соглашения о передаче медучреждения в концессию в апреле 2018-го у сотрудников был прерван стаж. Это стало поводом для увольнения десятков человек, от санитаров и фельдшеров до врачей узкой специализации. Людей не устраивает резкое ухудшение условий труда и падение зарплаты вместе с возросшей нагрузкой. Многих не устроило как раз пенсии, пенсионные, льготное пенсионное обеспечение. Это не устроило людей многих. Многих не устроила заработная плата. В администрации перинатального центра, как теперь называют Салаватский роддом, считают, что медики зря выносят ссоры из избы. Так, например, концессионеры до Нового года возобновили выплаты по вредности, а на закупку оборудования затратили свыше 20 миллионов рублей. Что касается недовезенных комплектующих, то здесь камень преткновения, скорее в бюрократических препонах. Понятно, что есть электронный документооборот и так далее, все, но все равно вот эти согласования, есть посредник в Уфе, есть Екатеринбург, есть мы, вот эти немножко они проходят много согласований, может быть, из-за этого. Срок концессионного соглашения между правительством республики и бизнесменами составляет 23 года. За это время здесь собираются произвести реконструкцию здания, женской консультации и, собственно, самого родильного дома. Управляющая компания обещает поставить новое оборудование взамен старому в течение 3-5 лет. Но будет ли от этого толк, если то, что уже закупили, по-прежнему простаивает без дела? Тем не менее, руководитель перинатального центра полагает, что Москва не сразу строилась. Салаватский роддом первым в России с помощью концессии перешел в частные руки, а значит, и ошибки этого процесса тоже происходят впервые. Городские больницы и вообще больничные учреждения банкроты. У них огромная кредиторская задолженность. Одно государство не может справиться с такими инвестициями, и поэтому привлекаются инвесторы, которые, спасибо им большое за то, что они согласились именно в медицине работать. Защитить врачей и пациентов взялись в Общероссийском народном фронте. Председатель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль полагает, что роддом попросту довели до ручки. Эти опасения он высказал еще в прошлом году, но тогда мнение авторитетного доктора попросту не услышали. По словам Рошаля, эффективное вложение бизнеса в медицину – это создание современных комплексов с нуля, а не выжимание последних соков с и без того проблемного роддома. Довели родильный дом до непотребного состояния, а потом, знаете, когда предприятие опускает, приблизительно так, по схеме, отдали в частные руки.
это не государственный подход. Это должно оставаться в государстве. Между тем, одна неудача, тем более на старте, не повод судить о таком бизнес-направлении в целом. Концессия в медицине может приносить пользу, считают в региональном штабе ОНФ. Проблемы же Салаватского роддома начались после того, как был потерян контроль со стороны Минздрава и Росздравнадзора. Мы в этой ситуации, проводя круглый стол, хотели акцентировать внимание в первую очередь Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, что такие проекты, которые подразумевают участие бизнеса в государственных делах, должны идти под четким сопровождением органов исполнительной власти. Эксперты полагают, что доказать неэффективность первой в России медицинской концессии будет непросто. Скорее всего, спор выльется в судебные тяжбы. Уже на следующей неделе владельцы перинатального центра, компания «Генус», созывают пресс-конференцию, где представят документы, опровергающие жалобы сотрудников. Ну а медики стараются, чтобы этот конфликт не сказался на качестве бесплатного обслуживания. Они готовы признать, вопреки позиции руководства, что первый блин все-таки получился комом. Максим Окунев, Азат Петров. Итоги недели. Хрущевки под реновацию не попадут, зато под ковш экскаватора могут пойти одно- и двухэтажные бараки. Таковых в Уфе порядка 1500, мягко говоря, в сложном техническом состоянии. И вот примерно четверть из них может уйти под снос. Главное – согласие жильцов и наличие интереса застройщиков. Две компании уже изъявили готовность участия в программе. Если проект станет успешным, то после Уфы реновация коснется и Стерлитамака. С подробностями моя коллега Лилия Курбанова. Вот вчера вот такая щель была, так насквозь видать. Вчера сделал. Чтобы не замерзнуть самостоятельно, пенсионер вынужден постоянно латать щели и дыры в своей квартире. После операции держать инструменты все труднее. Закир Бурханов живет в этом доме больше полувека. Точнее, говорит, что скорее выживает. Стали уже, давно пора под бульдозер. Да, ломать, сломать. Да, ремонт. Все же вот разрушено, видели? Скоро второй этаж пойдут. Никакой ремонт не ведется. Почти у каждого такого двухэтажного дома прошлого века свои проблемы. Вот в этом жильцы жалуются, что часто нет горячей воды. Стена не защищает трубы, и они попросту замерзают. Например, последние аварийно-восстановительные работы проводились чуть меньше 2 недель назад. Этим двухэтажкам в Черниковке по 50, 60 и 70 лет. По словам архитекторов, вряд ли планировалось, что дома доживут до сегодняшних дней. Ведь такие строения возводили на скорую руку. Возможно, в скором времени двухэтажки исчезнут с лица города. Вместо них будут возводить новые дома. В Уфе разрабатывается проект реновации. Пилотными территориями станут малоэтажные кварталы Черниковки и Затона. Нельзя сказать, что они морально устарели. На сегодняшний день эти здания скорее устарели физически. То есть там и деревянные перекрытия, и деревянные лестницы, и какая-то там дранка, и потери несущей способности у несущих стен. В стране реновация уже запущена. Впервые проект по сносу и возведению новых домов реализовали в Москве. Из таких вот столичных хрущевок в прошлом году в новые дома переехали первые участники программы. В сентябре 2018-го в Госдуму внесли законопроект о реновации жилищного фонда в стране. Однако опыт Москвы, по словам специалистов, не подходит для других городов. Так, в Башкортостане основная нагрузка по сносу и возведению новых домов ляжет на застройщиков. Необходимо принятие закона, в котором будет прописано, кто за что отвечает. Если это будут договора, которые носят не конкретный характер, соответственно, здесь застройщики будут выбирать наиболее удобный вариант, когда они, в принципе, не отвечают ни за что, они отвечают только за строительство жилья, снимают сливки, прибыль и уходят и завершают свой проект. Мы здесь видим, что здесь должны быть четкие конкретные правила игры, так называемые договора комплексного основания, либо развитие территорий, в которых ответственность государства и ответственность застройщика будет четко прописана. Реновация уже касалась Башкортостана. В начале 2000-х годов в Уфе и Стерлитамаке проводилась реконструкция. Один из примеров. Чешская компания хрущевку рядом с остановкой Госцирк тогда превратила в 7-этажный дом. Однако, по словам экспертов, проект оказался невыгодным. Сегодня застройщики готовы к реновации, но необходимо содействие властей. Есть параметры, которые очень сильно влияют на
практическую реализацию этой программы. И эти параметры могут устанавливать местные и региональные власти. В частности, что касается Уфы, она становится очень реальной, если нам разрешат повысить плотность населения с максимально разрешенной федеральной нормы на более высокую. Теоретически собственники квартир в двухэтажках должны будут получить новое жилье такой же квадратуры, а еще в том же районе. Это что касается юридического права. Архитекторы настаивают и на эстетическом. Если бы вот горожане знали бы, черниковка, планировка, генплан кто делал, знаете? Всемирно известные архитекторы братья Веснины. Это должен какой-то архитектурно-градостроительный музей в этой зоне. Этих архитекторов в мире, среди мир архитекторов, на руках имена их. Будет ли принят закон, станет известно этой весной. В этом случае снос домов начнется не раньше конца 2020 года. Специалисты отмечают, это исключительно добровольная мера. И если сами жильцы не согласятся, то двухэтажные дома трогать не станут. Лилия Курбанова, Эдуард Гайнанов, Айдар Шарипов. Новости Уфа. А вот что такое каршеринг по-уфимски мы расскажем в специальном репортаже. Он выйдет в эфир сегодня, сразу после итогов недели. Наш корреспондент Юлия Нигматуллина разбиралась в плюсах и минусах сервиса, предоставляющего автомобили в аренду. Не свое, не жалко. Что заставляет россиян так безжалостно обращаться с арендованными автомобилями? Ты не ты, когда ты на каршеринге, потому что время – деньги. Вот это кто-то прокатился на делимобиле. Обалдеть. Кто подрезает, кто летит на голову. Каршеринг такой каршеринг. Машина на прокат с сюрпризом. Снял я машину, а там вот такие дела. Это менталитет человека, слона в посудной лавке. Легко ли купить фейковый аккаунт и ездить без прав? Проведем собственный эксперимент. Мы нашли продавца поддельных аккаунтов, договорились с ним о покупке. Есть ли будущее у каршеринга в России? Попробуем выяснить в специальном репортаже. Ну а сейчас вновь возвращаемся к главной теме дня. У всех убитых в Учелах остались несовершеннолетние дети. Застреленная семья Хилажевых, где супруга скончалась на месте, а за ее мужа сейчас борются врачи, хорошо знакомы телезрителям по музыкальным проектам нашего телеканала. В архивах остались видеозаписи с их выступлений. С места событий наш корреспондент Динара Таймасханова. Еще недавно этим бархатным голосом восхищались зрители нашего телеканала. Гульсия и Зариф Хилажевы были любимцами публики. Она лауреат фестиваля «Башкырт-Ера». Он победитель танцевального конкурса «Баик». Эта ночь изменила жизнь молодой пары. В их дом в Учелах сначала ворвалась испуганная соседка, а за ней разъяренный муж. В руках он держал огнестрельное оружие. Выстрел на месте, убил Гульсию и тяжело ранил Зарифа. Известно, что сейчас он находится в районной больнице в критическом состоянии. На место выехали специалисты республиканской клинической больницы. Часов 5, наверное, только операция шла. Там, видите, дроби, они чем плохи, они во многие места же попадают. Вот у него и легкая, и рука раздроблена вся у Зарифа. Гульсия, которая погибла, она просто, мы ее и называли соловей нашего Учелинского района. Она была безумно талантливая, потому что пела Узен Куйдар вот как наравне с самыми великими. Но на этом ужасы не закончились. Под руку неадекватного мужчины попался еще один сосед, который являлся сотрудником криминалистического центра местного отдела полиции. Окровавленного его доставили в больницу, но жизнь спасти так и не удалось. Несмотря на принимаемые медиками меры, один из раненых мужчин, сотрудник экспертно-криминалистического центра отдела полиции по Учелинскому району, скончался в больнице. На место происшествия выезжал министр внутренних дел республики Роман Деев, и сейчас устанавливаются обстоятельства преступления.
Известное имя злоумышленника – это Артур Ибрагимов. Ему 34 года. Он работал на местном комбинате. По словам учелинцев, полночи мужчина после ссоры с тещей провел в кафе и приехал домой в состоянии сильного алкогольного и, возможно, наркотического опьянения. И тут вновь разгорелась ссора уже с супругой. Известно, что она младше своего мужа на 10 лет. Расстреляв соседей, разъяренный мужчина добрался-таки до жены, а после покончил с собой. По факту этой кровавой бойни в Учелах Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной информации, оружие у мужчины было легальным. 13 января 2019 года в Следственный отдел поступило сообщение о насильственной смерти местной жительницы, а также о получении огнестрельных ранений еще 2 мужчинами. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и руководства следственного отдела, следователей-криминалистов регионального управления СКР и сотрудников МВД по Республике Башкортостан. Известно, что у Зарифа Хилажева, за жизнь которого сейчас борются врачи, и убитой Гульсие остались маленькие дети, 3 и 7 лет. В эту ночь они не выходили из своей комнаты и этим, по сути, спасли себе жизнь. Расстрелянный насмерть полицейский тоже отец 3 детей. А вот сам убийца оставил своих несовершеннолетних мальчика и девочку круглыми сиротами. Динара Таймасханова, Максим Окунев, Булат Садриев, Ильнур Имагулов. Новости Учелы. Новый год, новые правила. С января вступили в силу целый ряд изменений. Это и налоги, и электронные больничные, и возросший минимальный размер оплаты труда. Подробности далее. Пожалуй, главное новшество 2019 года вступила в силу пенсионная реформа. Ее суть – поэтапно повысился возраст выхода на заслуженный отдых. В итоге женщины будут уходить на пенсию в 60, а мужчины в 65 лет. При этом для многодетных предусмотрели послабление. А вот что касается региональных льгот, то все это сохранилось. Нововведение нацелено на индексацию пенсии. Планируется, что прибавка составит по 1000 рублей в год. С 1 января увеличилась ставка НДС с 18 до 20%. Отсюда повсеместный рост цен. Нововведение не затронуло льготные товары. Это продукты, лекарства, товары для детей и книги, для которых предусмотрены ставки от 0 до 10%. Но стоит учитывать, что повысились цены на бензин, соответственно, подорожала логистика. В 2019 году ожидается переход на новую систему строительства и покупки жилья. На смену старому долевому строительству пришли эскроу-счета, на которых будут храниться деньги покупателей, пока идет возведение здания. Получить средства застройщик сможет только после сдачи дома в эксплуатацию. Решился вопрос с электронными трудовыми, пока их ведут в тестовом режиме, а уже с 2020 года они станут обязательными. С 1 января россияне смогут еще и требовать у врача открыть им электронный больничный. В Башкортостане пошли дальше. Ради Хабиров поручил, чтобы листы нетрудоспособности смогли выдавать и фельдшеры ФАПов. В республике с этого года облегчили жизнь тем, кто получает льготные лекарства. Весь процесс от выписки препарата до его выдачи Минздрав автоматизировал. В итоге ведомство в режиме онлайн видит назначение лекарства врачом и тут же ставит его в реестр на закупку. Тем самым экономится время и исключаются перебои в поставках. С начала Нового года повысился минимальный размер оплаты труда. МРОТ вырос до 11 280 рублей. Также в 2019 году увеличился размер пособия по безработице почти в 2 раза. Минимальная планка вместо 850 рублей станет 1500, максимальная взамен суммы в 4 900 составит 8000 рублей. Законодатели позаботились о чистоте. Отныне сантехники не смогут зайти в квартиру в грязной обуви. Новые требования для аварийных служб обяжут их надеть бахилы и прикрепить бейджик при входе в квартиру. Также появился регламент ответа на телефонные заявки от граждан. Спецслужбы должны в течение 5 минут поднять трубку. Новое постановление вступит в силу с 1 марта. Ну и республика станет пилотным проектом по чипированию животных. Владельцев обяжут проводить эту процедуру. Причем не только крупного и мелкого рогатого скота, но и кошек, собак, птиц и грызунов. Такая инициатива, уверяют ветеринары, не связана с дополнительными поборами. Скорее наоборот, животные не потеряются и за ними будет контроль во время эпидемий. В дом Аксакова вернулись меценаты. В театре оперы и балета возродили давнюю традицию благотворительных представлений, благодаря чему около 300 детей, имеющих проблемы со здоровьем и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогли вновь окунуться в новогоднюю сказку. В начале 20 века дом Аксакова был построен как раз-таки на деньги благотворителей. А всероссийская акция «Народная копеечка». Поэтому исторически сложилось, что это место всегда объединяло людей отзывчивых и чутких к чужим проблемам. Было принято решение традицию меценатства в этих стенах не только возродить, но и сделать праздник ежегодным.
Спасибо директору оперного театра за то, что он рассказал нам историю вообще театра и вообще, как это было здесь до этого. И, собравшись все вместе, решили сделать такое мероприятие. Решили сделать его не разовым, как это планировалось, а сделать это традицией, чтобы это было ежегодно. И звать сюда действительно детишек, которые не могут пойти на обычные елки. С меценатами встретился и Ради Хабиров, поблагодарил их за финансовое содействие и добрые сердца. Руководитель региона подчеркнул, что республика продолжит оказывать помощь нуждающимся. А на 8 марта Ради Хабиров предложил провести бал маленьких принцесс для особенных детей. Те дети, которые сегодня пришли на этот праздник, они не должны быть ущемлены чем-либо. Они все нормальные, то есть все должно быть обыденно и также нормально. Эту находку назвали сенсационным открытием. Экспонаты могли стать собственностью Эрмитажа или Алмазного фонда страны. Но золото сарматов признали достоянием республики. Именно этот статус позволил вернуть богатство обратно, когда золотых оленей вывезли на частном самолете, якобы на выставку, а затем они оказались фигурантами темной истории в залоге у банка. Появление в Уфимском музее археологии и этнографии этой экспозиции, которую когда-то прятали в коробках из-под чая, неразрывно связано с именем выдающегося ученого Раиля Кузеева. О тайнах сарматского золота Эмиль Басареев. Их возраст почти 2500 лет. Посуда с золотыми вставками, оружие и украшения из драгоценных металлов. Золото сарматов насчитывает несколько сотен экспонатов, но жемчужины экспозиции – большие фигуры оленей. Кроны их рогов завиты в причудливые формы и, по словам археологов, символизируют солнце. Деревянные, резные, обшитые золотом олени, они совершенно уникальны. Их вы не увидите больше нигде. И они хранятся сейчас только здесь, в нашем Уфимском музее археологии и этнографии. Как отмечают сами ученые, олени не были просто украшением, они использовались в ритуалах. Это подтверждают следы ремонта и укрепления фигур другими металлами. Его делали сами сарматские мастера. Более 30 лет назад гробницы и древние поселения сарматов в Оренбургской области обнаружили башкирские археологи под руководством Анатолия Пшеничнюка. В 1988 году группе удалось раскопать настоящее сокровище. Так называемый Царский холм уже был подвергнут разграблению, но ворам не удалось добраться до самых ценных экземпляров в глубине кургана. Для них же это тоже такая неожиданная находка была. Олени довольно внушительных размеров, и, естественно, у них там специальной тары не было. Вот они выходили из положения, вот, из-под еды, из-под чая, там освобождались коробки, вот туда они складывали аккуратненько. Во время раскопок хранить золото в лагере было опасно, и его сдали прямо в коробках в Оренбургский банк. А после один из членов экспедиции Ильдар Акбулатов в одиночку привез находки в Уфу. Кстати, однажды сарматское золото чуть не было потеряно. В начале 90-х годов одна московская частная фирма заинтересовалась экспозицией и предложила организовать выставки в стране и за рубежом. Самим ученым обещали хорошие деньги. Был составлен договор, и золото увезли на частном самолете. Скоро выяснилось, оно заложено в банке, так как фирма разорена. Василий Бабенко в то время занимал пост советника мэра города Уфы по гуманитарным вопросам. Именно к нему первым обратился руководитель музея Раиль Кузеев с просьбой помочь вернуть бесценные экспонаты. Как оказалось, договор с частной компанией был составлен с нарушениями. В итоге ученые попали на прием к первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову. Было принято решение объявить сарматское золото достоянием республики. Через неделю был издан соответствующий указ, инициативная группа вылетела в Москву. Когда мы положили вот этот указ, подписанный Муртазой Губайдуловичем, когда мы положили договор и анализ, скажем, этого договора, где какие слабые места этого договора, но представители фирмы сразу поняли, что этот вопрос как бы уже решается на самом высоком уровне. В Уфу золото везли в бронированных инкассаторских автомобилях в сопровождении вооруженной охраны. Раиль Кузеев приложил все усилия, чтобы создать условия для хранения уникальных артефактов. Если бы этого не сделали, то золото сарматов хранилось бы в Эрмитаже или Алмазном фонде, говорят ученые-этнологи. Самое было понятно, что такое богатство, такое великолепие, такие ценности хранить без охраны было нельзя. На днях в Институте этнологических исследований отметили 90-летний юбилей знаменитого руководителя. Во многом благодаря его усилиям золото сарматов не было утрачено и даже выставлялось в Нью-Йоркском музее Метрополитен и Милане, став брендом республики. Эмиль Басареев, Азат Самирханов, Булат Закирьянов, Ильнур Юмагулов. Итоги недели.
Такой выдалась уходящая неделя. А сейчас время специального репортажа Юлии Нигматуллиной «Каршеринг по-уфимски». Мы встретимся в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги недели. До свидания.